правозащитный экспертиза программа боюнча өзүңүздөр байкадыңыздар. Эң биринчиден бул вводный сессия эмнеге багытталган, анын түшүнүгү боюнча азыр бир аз сөз алып барайын. Эң негизги укуктук негиздер. Эң биринчиден Конституциядан баштайбыз. Андан кийин адам укугуна багытталган эл аралык актылар. Андан кийинки укуктук, ченемдик укуктук актылар жөнүндө мыйзам болот. Эң негизи укуктук негизи. Андан кийинки жана айтып өткөн стандарттар, сиздердин иштеп аткан жогорку кеңештин менен токтогу менен бекитилген. Андан кийин инструкциялар бар, өзүңүздөргө белгилүү. Эгерде тиги стандарттар байкасаңыздар, мыйзамдардын долбооруна багытталган, биздин өкмөт өзүнчө инструкция дагы иштеп чыккан. Ошонун негизинде ченемдик актылардын, мыйзамдардын алдындагы ченемдик актылардын долбооруна берилүүчү экспертиза боюнча эң негизги ушул негиздер болуп саналат деп айтсам болот. Анан эми эң биринчиден жана сиздерге да тестте суроо болду, понятие правозащитный эксперт. На что направлено? Что проверяет? Как вы считаете? Соблюдение законности. Еще на что направлена правозащитная экспертиза? На предмет чего мы проверяем? Соблюдение прав человека, да? Законности. Хорошо. Еще какие есть идеи? Ага. Да, в первую очередь нужно отметить, что правозащитная экспертиза – это деятельность экспертов по проведению анализа и оценки проектов законов, а также иных нормативных правовых актов, регламентирующих отношения во всех сферах жизнедеятельности человека. На соответствии, смотрите, чему? Стандартам защиты прав человека. Про эти стандарты мы как раз будем говорить во второй сессии. То есть нам нужно понять, что из себя представляют эти стандарты защиты прав человека. Да? Цели правозащитной экспертизы – это оценка соответствия исследуемого проекта стандартам защиты, проверка того, как работают эти стандарты и раннее предупреждение вероятности нарушения прав человека при применении, если этот НПА будет принят. Да? То есть мы предваряем заранее, да, делая экспертизу, даем прогноз, что если в таком виде примется НПА, если вы увидели, да, какие-то нюансы, которые могут привести к нарушению прав человека, как раз-таки вероятность того, если экспертиза, значит, дает такое отрицательное заключение, то нет. То есть парламент не должен, либо другой правотворческий орган не должен принимать эти акты. Дальше. Задачи правозащитной экспертизы. Выработка правовых механизмов реализации прав человека, устранение законодательных пробелов, противоречий, которые препятствуют установлению и действию единых нормативных стандартов прав человека. Создание эффективного механизма контроля за соблюдением правозащитного законодательства. Требования какие к экспертам и объекты экспертизы, что является? Эксперты. Достаточно ли юридического образования экспертов? Да? Обратили внимание? То есть, да, юрист может, но кроме того, чтобы проводить, юрист может проводить правовую экспертизу, да? А эксперт также правозащитной экспертизы, хорошо, что он, если обладает юридическим образованием, но в то же время квалификация юриста еще недостаточно. То есть требуется также и знание в теории прав человека. То есть наличие квалификации, профессионального опыта, да, в сфере защиты прав человека. То есть они должны обладать такой вот квалификацией. И если вы пройдете это, вот вы будете обладать этой квалификацией. То есть семинары тоже являются основанием для того, чтобы проверять, и сертификат будет подтверждать ваше
квалификацию, что вы проходили семинар именно по этой теме. Проекты НПА, которые подлежат правозащитной экспертизе. Как вы думаете, все ли НПА должны проходить правозащитную экспертизу? Угу. Скорее да, чем нет. Ага. Так, еще. То есть, смотрите, нормативные правовые акты, они касаются сферы жизнедеятельности человека всех? Все сферы же. Да? Значит, желательно, да, проводить правозащитную экспертизу проектов НПА практически всех. Так же, как и правовая экспертиза, да, проводится, так же и правозащитная должна проводиться. Поскольку нормативные правовые акты для чего принимаются и кому адресованы? На кого адресованы НПА? Угу. Да, да. Они адресованы, вот определение НПА, помните? Какие есть признаки НПА? Основные. Общая обязательность, да? Для кого? Общая обязательность — это значит для всех. Еще какие признаки НПА можете назвать? Социальная значимость? Это, скорее всего, наверное, да, да. По кругу лиц. То есть круг лиц какой? На кого адресован он? Неопределенный круг лиц, да, адресован. И как он должен применяться? Один раз? Неоднократное применение. Вот основные признаки НПА. Да? К вам вопрос. О референдуме что принимается? Какой акт? Кто утверждает? Есть закон о референдуме и указом президента сроки. Сейчас. В чьих полномочиях назначать референдум? А что принимает Джоркиниш о назначении референдума? Закон, да? То есть у нас есть конституционный закон, да, о референдуме, а Конституция говорит, что о назначении референдума должен быть принят закон. Что это значит? А референдум у нас о назначении, он должен постоянно, неоднократно применяться? На один день, на один срок назначается же, на конкретный референдум. Это НПА тогда? Это закон? Закон всегда НПА. Нет, это закон. Я вам приводила пример. Закон о проведении референдума 15, например, июня, да, о внесении каких-то изменений в Конституцию. То есть это будет, этот закон мы на следующий год тоже применим? Через год тоже применим? Она отвечает требованию неоднократности. Мысль уловили? Значит, следует ли о назначении конкретного референдума принимать, какого уровня или какого вида актом закреплять должно? Вот вопрос. Это уже правовой вопрос, да? Вот об этом и говорим, о том, что это, есть нормативные правовые акты, есть ненормативные правовые акты. Чем отличаются? Ненормативные отличаются от нормативного тем, что они нормативные должны обладать всеми вот этими 4 признаками нормативности. Все остальные — это правоприменительные акты, то есть применяется. То есть в данном случае назначение референдума — это правоприменительный акт, и он должен быть применить закон о референдуме и назначить на один день, получается, да? То есть это вот коллизия юридическая. На этот микрофон. Закон об амнистии, когда принимают, тоже, да? Да, да, получается. То есть на один этот же получается. Понимаем, да? Но закон об амнистии, почему он применялся? Почему закон? Потому что там же
круг лиц и неоднократно может применяться судами в отношении. Поэтому закон. Согласны? О помиловании? Указ, да? Указ. Тому же конкретному лицу. Эшматову Ташматову чатта. Это же самое гражданство, да, когда по гражданству? Да. Это тоже правоприменительный акт будет. Не нормативный. Он применяет норму права. Понятно, да? Так, хорошо. Теперь в свое время мы разработали вот этапы. Кстати, по названию. В практике других стран вот тоже не было такого, да? Кстати, Кыргызстан впервые ввел такой вид экспертизы правозащитной. Есть правозащитный мониторинг. Это, кстати, у парламента есть такой функция, парламентский контроль за соблюдением чего? Прав и свобод человека через институт омбудсмена. Правильно? Вот это вот правозащитный мониторинг, такой термин использовался, но это не есть экспертиза, это мониторинг, то есть мониторят действующую ситуацию и как бы, да, дают оценку и рекомендации по его улучшению, к примеру. Да? А экспертиза — это уже конкретно проекту закона дается оценка, и по итогам его делается заключение. И вот этот вот термин правозащитный очень долго думали, как назвать. И поэтому взяли вот название, которое используется: правозащитник, правозащитный мониторинг, да, вот это устоявшаяся, значит, терминология в области прав человека, поэтому и был взят именно этот термин правозащитный. Но он привел к такому вот иногда то есть считают, что это одно и то же. Правовая экспертиза и правозащитная. Это два разные. И как раз-таки на следующей сессии я вам покажу, в чем разница. Хорошо. Ну вот этапы правозащитной экспертизы — это 4 этапа. Необходимо на первом этапе установить круг прав, который затрагивает проектом прав человека, из перечня прав и свобод человека, анализ законодательства в охватываемой экспертизой круге прав. Каждый этот этап мы будем сегодня проходить, и по каждому этапу, по конкретному законопроекту будем делать анализ. Оценка положения проекта НПА с соответствующим стандартам защиты прав человека. Этап 3 — это последний, да? То есть имеется в виду важный этап, который должен позволить нам оценить положение проекта НПА. Подготовка и оформление экспертного заключения — это уже последний этап, когда мы должны будем выложить вот эти все проведенный анализ, отразить его на заключении. Первый этап, вот установление круга прав, затрагиваемых проектом НПА из перечня прав человека, осуществляется на основе всего перечня прав и свобод человека, которые предусмотрены как международными нормами, так и законами Кыргызской Республики. Перечень прав и свобод человека, предусмотренных международным, может быть расширен, но не сокращен. Вот здесь вот на этом мы с вами остановимся, на этой сессии, да, перейдем с вами вопрос непосредственно связанные с правами и свободами человека. То есть обязательно мы уже эти все вопросы выяснили. Да? Здесь уже следующий этап пойдет, но перед тем, как я перейду к этому этапу, нам нужно будет уяснить, да, вопрос, что такое права человека, да, и чем они отличаются. Поэтому мы перейдем к следующей сессии. То есть вопросы есть по этой? Да? Это общие положения, которые есть, и поэтому здесь мы с вами не будем затрагивать дальше. Да? Следующий можно будет вот этот вот? Угу. Да, вот. Почему правозащитная экспертиза, права и свободы человека являются основой проведения правозащитной экспертизы? Основные понятия. Термин стандарты есть, да?
термин «права человека» есть, международные стандарты, национальные стандарты, принципы обеспечения прав человека есть, да? Давайте попробуем разобраться с этими понятиями. Как вы понимаете, что такое стандарт? Можно помочь, да? Сдвинуть вот сюда. А то одной рукой тяжело касаться. Ладно, можно будет вот сюда, вот, да, поближе. Қандай түсінесіңдер? Стандарт деген эмне сіздер бойынша? Бұл эмне стандарт? Ойыңыздар айтсаңыз да. Да, вот сюда, наверное, ближе, чтобы видно. А? Микрофон можно будет, чтобы все слышали, да? Общепризнанные, установленные нормы. Хорошо. Еще кто как считает, что такое стандарт? Нужны стандарты? А какие знаете стандарты? Вообще, что значит стандарт? Да? Модель. Угу. Имеет определенную характеристику, да, рамки своей границы. Угу. Какие-то пределы, рамки, да? Согласна. Хорошо. Ориентир какой-то, да? Ориентир какой-то, да, правильно. Международные стандарты, то есть как ориентир. Угу. Стандарты изготовления стула есть? То же самое, да? Стандарт одежды есть? Как дресс-код определенные, да? Это тоже стандарты, да? Стандарт говорить, культура, стандарта речи есть? Есть. То же самое и в жизнедеятельности, да? Человека есть стандарты, связанные, да? Теперь вот, можно слайд? Ага. Здесь вот смотрите два термина: международные стандарты и национальные стандарты. Да? В чем отличие международных стандартов от национальных? Есть определенный стандарт, который на международном уровне принят, но еще не ратифицирован нашей страной национально. В этом отличие у нас есть. А если ратифицированный международный стандарт есть и у нас в Кыргызстане? Тогда мы можем его отнести уже к национальным стандартам. Тогда они будут национальными, да? Хорошо. Еще кто как думает? В чем отличие международного стандарта от национального? Национальные — это стандарты, действующие в соответствующем государстве, да? Ну, в частности, Кыргызстандын өзүнүн стандарттары бар дейлик, укуктук аймакта Кыргызстандын өзүнүн стандарттары барбы? Мыйзамдар менен бекитилген, койгон, Ошонун экөөнүн айырмасы кандай дейсиздер? Эмне үчүн эл аралык стандарттарды биз алабыз өзүбүзгө? Эмне үчүн? Эмнеге керек алар бизге? Чтобы взаимодействовать с внешним миром. Взаимодействовать с внешним миром, да? Чтобы... А мы их применить можем у нас? Да. Угу. А как мы можем его применить? Вот смотрите, вы же сказали, что это какой-то, да, рамка, да? Да. Да, скажем так. Вот он, да? Например, если взять международный стандарт образования, то мы понимаем там, международные стандарты внедряемых в систему, например, бакалавриат, магистратура. Угу. Давайте возьмем стандарт по образованию, да, вы сказали. Вот такой вопрос к вам. Какой действует в Кыргызстане стандарт? Бесплатное образование в Кыргызстане до какого класса? Среднее образование считается. Среднее это сколько классов? 9 класса. 9 говорите, да? Уже 12. 12. Где это прописано, этот стандарт? То есть Кыргызстандын жарандары акысыз билимди канчанчы класска чейин ала алат? Сейчас до 12. Кай жерде жазылган? Конституция. Конституцияда жазылган. Согласны? Там написано: среднее основное образование бесплатно. Теперь вопрос. Знаете ли, какой международный стандарт? В международном стандарте есть положение, которое определяет, до какого класса государство должен гарантировать бесплатное образование. Знаем этот стандарт?
Нет, да? Скажу, в Конвенции о правах ребенка предусмотрено международный стандарт, в Конвенции прав ребенка говорится, что бесплатно государство должно гарантировать начальное образование. 4 классқа чейин. Кыргызстандын стандарты кай жерде экен анда? Он противоречит или же не противоречит? Что значит противоречить? Как? Микрофонға сөйлесеңіз. Противоречие качан болмок эле? Карама-каршы. Эгер 3 класска чейин болсо противоречие болмок. Кыргызстандыкы, 4 класстан ашылгандан кийин 11 класска албетте карама-каршылык жок. Деп ойлойм. Ага. То есть, эгерде могу жерде Кыргызстан 3 класска чейин деп көрсөтүлгөн болсо, анда карама-каршы келмек, А биздин стандарт каякта турат? Выше, да? То есть 4 класса охватывает 12 классов. Значит, он лучше гарантирует. Согласны? То есть, когда спор был такой, и так не соответствует стандарту, да? Смотрите, 12 классов и 3 класса, он не соответствует международному стандарту. Несоответствие есть? Есть же. Международный стандарт должен устанавливать минимум, а наше право, оно, соответственно, расширяет. Да, я об этом и говорю. Я говорю, вот у меня просто вопрос. 12 классов и 3 класса – это несоответствие? Не соответствует? Да, не соответствует же, правильно же? Соответствовало, если бы, ну, имеется в виду, не соответствует, это не есть противоречие. То есть получается международный стандарт для того, чтобы вы поняли для себя. Международный стандарт, как вы сказали, это минимальный стандарт. Ниже нельзя. Понимаете? Если мы законами установим ниже международных стандартов, которые действуют для Кыргызстана, то правоприменительные органы, один из которых, самый главный правоприменительный орган, это суды, они будут применять, если стороны скажут, что наш закон противоречит международному стандарту, действующий для Кыргызстана, то суд должен обосновать, вдруг, если он не будет применять, почему не применяет, а так должен применить что? Международный стандарт. Вот для чего нужен международный стандарт. То есть ниже нельзя, выше можно. Да? Поэтому и мы называем международный стандарт, это минимальный стандарт, когда мы принимаем законы и когда будем проверять проект закона на предмет соответствия, мы берем этот проект закона, определяем, какой сферы прав человека он затрагивает, да? И определяем стандарты прав человека в этой области, вот как я сейчас сделала. Да? Стандарт права бесплатного образования, он определил международный стандарт, что бесплатное государство обязано гарантировать 4 класса. Но если он может больше, no problem. А как вы думаете, по жилью есть стандарты? Все граждане Кыргызстана обеспечить элитными квартирами деген стандарт бар ғой? Бар ғой? Хотелось бы? Да. Но смотрите, это стандарт международного права человека, как вы думаете? Есть стандарт такой. Государство обязано обеспечить достойным жильем, доступным жильем деген стандарт бар. Что это значит, как вы думаете? Возможность приобрести человеку жилье. Да, то есть получается, смотрите, права человека говорит о том, что любой человек должен иметь крышу над головой. Эшикте калбаш керек деген сөз да. Кийими болуш керек, тамак ичкенге мүмкүнчүлүгү болуш керек деген сөз да. Анан мамлекет ошону камсыздаш керек, ошондой мүмкүнчүлүгү жок адамдарыбызга деген сөз да. Адам тамагы жок үчүн өлүп калбаш керек, кийими жок үчүн үшүп калбаш керек, эшикте калбаш керек деген сөз да. Минимальный ошол достаточно, но доступное. Но нету такого стандарта, чтобы
каждую семью элитной квартирой обеспечить дегенчи. Но, смотрите, государство может это сделать? Золотые приискелер дагы көбөйсө, биздин эмебиз ресурстарыбыз көбөйсө, экономикабыз көтөрүлсө, ар бир жаранга счет ачып туруп ала бергиле десек болобу? Ошондой стандарт барбы, кандай дейсиңер? Эл аралык стандарттар андай жок да, туурабы? Бирок мамлекет өзүнө ошондой милдет коюп, ошондой милдетти аткарганга мүмкүнчүлүгү болсо болобу? Конечно. То есть об этом и говорит. Но смотрите теперь, если в этом году мы достигли этого, да, например, 7 тысяч долларов пенсию обеспечить деп, ошол уровеньге жеттик дейлик, же болбосо жанакындай ар бир адамга жилье берилик деп. А эмки жылы акчабыз жок калса, бере албай калсак, ал стандарттан ылдый кетсек болобу? Кайра артка. Как вы думаете, можно или нельзя? Что говорит стандарт? Если мы в этом году, ну, правительство аябай жакшы иштедик, биздин бардык элибиз пенсиядагы элдерибизге $1000 пенсия чектеп берели деп чечим чыгардык. Быйыл баарына бердик. Эмки жылы акчабыз жок калды. Не кылабыз? Кайра $100 түшүрөлүбү? Какое мнение? Ну-ка, давайте. Как вы думаете, надо? Конституция же прописана. Нельзя, наоборот, ухудшать или положение. Это конституционный стандарт установлен в Кыргызстане, поэтому мы не можем снижать, да? Еще какие мнения есть? Откуда возьмут, все равно нету. Все равно нету, да? По крайней мере, кому уже начислено, как говорится, $1000, они должны получать. Ага. Хорошо, пенсиями зарплатаны быйыл көтөрдүк. Эмки жылы ыйлатсак болобу? Акча жок деп, зарплата боюнча. Түшүп калса болобу ылдый? Ага. То есть, смотрите, эл аралык стандарттар боюнча, социальный укуктар боюнча мындай деп көрсөтүлгөн, эгерде эки пакт бар да билесиздер, о гражданских и политических правах, анан социальных, экономических и культурных правах деген. Ошол экинчи пактта көрсөтүлгөн, эгерде ал жерде мамлекетке мындай милдеттенме коюлган эмес, эми социальный пакетте обязательно мындай стандарт болсун деп кое алышпайт. Бирок эгерде мамлекеттин экономикасы жана башка ресурстары жетиштүү болсо, ошого жетип ошондой деңгээлге жеткире алса, бул мамлекеттин өз ыйгарым, суверенеттүү укугу, праве это делать. Но международный стандарт говорит, но если это государство, это правительство этого уровня достигло в этом году, на следующий день снижать не имеет права. Это и мы прописали тоже в конституционном стандарте. То есть зарплатаңар быйыл мынча болсо, эмки жылы кыскартылбаш керек. Это нарушение будет стандартов. То есть получается, что это значит? Это значит, что если в этом году правительство достигло этого уровня, но на следующий год он не смог, это значит, правительство плохо работало. То есть правительство, целая система же работает. Они же должны прогнозировать, когда принимают какие-то решения. Вот об этом речь. Поняли, да? Разницу между национальными и международными стандартами. И мы применяем в том случае, если международный стандарт для Кыргызстана действующий, значит, но наши законодательства, в наших законах стандарт ниже, то применяться должно международный стандарт и привести в соответствие. На ваш вопрос, который вы уже сказали, что международный как бы становится нашим, да, национальным после ратификации, да. На этот вопрос отвечу. Международные нормы, международные стандарты являются частью международной нормативной системы. И он по контенту и свое содержание, даже если Кыргызстан его ратифицирует, примет, не должен меняться. То есть он останется международным стандартом. Мы должны его можем трансформировать, это способы имплементации этих норм, путем перефразировки его для того, чтобы понятно было нашей правовой системе. Но смысл нельзя терять, смысл не должен теряться. То есть, достигнуть, что значит стандарт этот, нужно докопаться
прочитать комментарии, решения по отдельным, да, вот таким делам по защите этих прав человека. Тогда мы добиваемся, что такое это. Вот только что я же сказала, что значит стандарт бесплатного образования. Да? Мы докопались, узнали, где это искать и каково его содержание. Его нормативное содержание должны выявить, понимаете? Вот об этом. Есть разные принципы обеспечения прав человека. Какие принципы знаете? Принципы обеспечения прав человека. 23-я статья Конституции, первую часть, вспомните-ка, что там говорится? Неотчуждаемость деген бар ма? Неотчуждаемость. Принцип неотчуждаемости, универсальности. Да? Есть такое, да? Как вы понимаете, что такое неотчуждаемость? Можно микрофон, чтобы остальные слышали тоже? При рождении человеку дается право, гражданину республики, и никто не вправе отбирать либо отчуждать это право. Угу. Какие, например? Например, взять право на судебную защиту, право на свободу вероисповедания, избирательных пути избранным. То есть неотчуждаемость, то есть никто не отберет его, да? Никто не отберет. Могут ограничить. Ага. А кто-то его дарует нам? Нам государство конституционным этим. Ага. Тогда вопрос. Если в Конституции мы не напишем, да, не будет этого права, Международные стандарты. Да. Тоже применяется. Ага. То есть если даже мы в законе не пропишем, например, что у человека есть право, как вы сказали, на, скажем, отдых, там, на здоровье, это же не значит, что этого права нет у человека. Согласны? Да. Да. То есть получается, смотрите, вот как раз разницу права и права человека вы как раз уясните сейчас. То есть право человека когда возникает? При рождении право на жизнь. Да, да. То есть это получается с момента, это естественное право. То есть он зависит от того, государство нам закрепит, дарует или нет. Конечно, нет. Это право мы имеем только потому, что мы родились человеками, не животными. Адам болып төрөлгөн соң, ошондон тартып ошол укукка ээ, адам менен кошо төрөлөт. Вот не отчуждаем. Теперь смотрите, трудовое рабство деген болду ғой, и есть, да, такой вот у нас, как говорится, негативные факты. Например, человек. Вот у нас, да, многие там мигранты находятся, да, работают, и он оказался в такой ситуации, когда у него нет ни ресурсов, ни возможностей, да, и он соглашается на работу, только чтобы выжить. И он соглашается, говорит, мейли, мага главное, тамак берсеңер болду, мындай жаткан жерим болсо болду, кийимим болсо болду деп. А этот работодатель, ну, скажем, тоонун башында, жанагындай мал кармайт и так далее, он ему иттин немесине жайгаштырып койду, объедками кормит и так далее. Вот этот работодатель нарушил право человека, но человек сам согласился. Нарушил. Кто еще считает, что нарушил право этого человека? Должны мы привлечь к ответственности этого работодателя? Угу. А он говорит, ну, я тут ни при чем, өзі мақұл болду, өзі ушундай шартқа мақұл болду деп атат да? Можно пример привести, пожалуйста, не работодателя, а более уголовной сфере. Да? Вот есть такое понятие, как половая защита и половая свобода. То есть половая защита, хоть даже, ну, образно говоря, девушка, не достигшая совершеннолетнего возраста, добровольно вступила в отношения с мужчиной, который уже обладал данным правом, это его не освобождает от ответственности. Потому что с момента совершеннолетия девушка обладает половой свободой. До 18-летия это половая непредставленность. Согласна. То есть даже если несовершеннолетняя девочка дала согласие на это, не освобождает от ответственности лица, потому что он должен, да, знать, то есть, да, то есть закон запрещает вступление
в половую связь с несовершеннолетними. Но если это взрослый человек, то да, это тут уже по согласию это уже не является преступным составом. Да, это тоже да. То же самое. То есть это значит, смотрите, даже если человек соглашается на какие-то условия, связанные с его правами человека, это не значит... То есть он не может их продать. Я свое право на жизнь вам не продам же. Правильно же? То же самое, да? То есть это связано с человеком, и он не отчуждаем от вас. И даже если мы в законах это не пропишем, в Конституции не пропишем то или иное право, это не значит, что его нету. Он есть. Поэтому мы говорим принципы обеспечения прав человека. Универсальность – это что это такое? Еще один принцип – универсальность прав человека. Как вы думаете? В разных сферах. Распространяется на всех, вне зависимости от пола, расы, вероисповедания, и природной принадлежности. Это тоже универсальность. Еще что? Какой признак может быть? Он распространяется независимо, да, от территории. Например, граждане Кыргызстана, находясь на территории других иностранных государств, обладают правами человека? Конечно. То же самое иностранные граждане или вообще другие лица, не граждане Кыргызстана, находящиеся на территории Кыргызстана, Кыргызстан взял на себя обязательства по этим международным стандартам, что он должен гарантировать эти права и обеспечивать их. То есть универсальность прав, стандартов прав человека, где бы вы ни находились, с кем бы вы там ни находились, что бы вы ни делали, они действуют везде. Это и есть универсальность. Да? Хорошо, мы разобрались с этими понятиями, которые действуют. Да? Ну вот то, что определение, это нормы, это обычные общепринятые правила поведения людей, да? То есть согласованные. Права человека – это комплекс морально-правовых норм, призван… Теперь определимся, давайте, с правами человека. Как вы думаете, что защищает права человека? Для чего были придуманы права человека? Что защищает именно права человека? Интересы, свободу, жизнь. Еще что защищает? Здоровье. Угу. Достоинство. Угу. Какое достоинство защищает? Ну вот, например, вы свой пример приводили, что человек, работодатель кормит объектами. Это нарушение человека на достоинство, на его право на достоинство. То есть с ним обращаются не как с человеком, а как с собакой обращались, да? То есть это было оскорбление, унижение человеческого достоинства. Согласны? Смотрите, права человека личное достоинство защищает. Есть еще понятие личное достоинство. Есть человеческое достоинство, есть личное достоинство. Да? Права человека личное достоинство защищает. Что такое личное достоинство? Как вы думаете, личное достоинство человека? Человеческое достоинство, достоинство только потому, что вы человек. И эта величина неменяемая, неизменяемая. Даже если это рецидивист трижды, мы должны соблюдать его права как человека. И с ним должна обращаться гуманно. Если даже и он это совершил, в соответствии с законами, с процедурой привлечь нужно к ответственности. И когда он находится под заключением, с ним должны обращаться так же, как с человеком. То есть его должны нужды жить, как человек он должен справлять. Если это не предоставит, это будет нарушением. Если ему не будут давать спать, то же самое. Если ему не будут давать одеваться, то же самое. То есть это нечеловеческие условия считается. То есть вот это и есть человеческое достоинство, которое защищает права человека. А личное достоинство – это что? Касаемого каждого. Касаемого каждого, да, да. То есть личное достоинство мы получаем когда? Когда это по отношению конкретно к кому-то. Да, на протяжении всей своей жизни мы накапливаем свое личное достоинство. Согласны?
Это личное достоинство зависит от самого человека, какой он, да, и как к нему мы должны относиться. Это его личное достоинство. Кыргыздын жакшы сөзү бар го, жакшы болуш аста-аста, жаман болуш бир паста. То есть личное достоинство мы потихоньку накапливаем, да, вот так вот, на протяжении всей авторитетности. А стоит только бир кыйшык бастык, авторитети сөйлдү, и кайра аны чогултуш, это тяжелый труд будет. Правильно? Согласны? Вот это и есть личное достоинство. А личное достоинство – это величина изменяемая, которая зависит от самого человека. Но права человека именно защищает и человеческое достоинство и честь человека. И свободу от кого теперь защищает он? От произвола власти. То есть права человека придуманы были от защиты от произвола злоупотребления власти, властных структур и властных институтов и представителей. Теперь давайте разберемся с правами человека и свободой человека. Да? Часто используется термин «права человека», просто права человека и права и свободы человека. Экөөнүн айырмасы бар го, кандай дейсиздер? Адам укугу, адамдын укугу жана эркиндиктери деп бөлүнөт. Ошол көбүнчө мындай сүйлөп, өзүбүздүн, как говорится, в обиходе словесном мы используем просто права человека. Да? Экөөнүн айырмасы барбы? Кандай дейсиңер? Можете привести свободу человека? Свобода слова. Свобода слова, да? Хорошо. Теперь у меня вопрос к вам. Для того, чтобы вы могли реализовать свою свободу слова, от государства что-то надо вам? Конечно. Что надо? Какие-то, да. Микрофон, СМИ, редакция нужна вам? Или вы можете, ну вот все, что хотите сказать, что-то хотите сказать, свое мнение вы, для этого вам, чтобы государство создало какие-то условия для вас? Или вы можете без участия государства реализовывать свою свободу? А? С участием? Азыр сүйлөп атканга бирдеме керекпи? Мына эшикке чыгып тоонун башына кыйкырайын десеңиз, мамлекет бирдеме түзүп бериш керек ошол жерге? Кереги жок да. Керек. А теперь это другой вопрос, это вопрос ограничения. То есть, насколько государство может вмешаться в вашу свободу, ограничить, в каких пределах, на каких основаниях. Это уже вопрос вмешательства государства. То есть, насколько может вмешаться. Теперь приведите пример права человека. Право, какое-то право человека. Можете? А? На образование. На образование. Вот теперь смотрите, вот то же самое право на образование. Вот здесь вот, к примеру, вы хотите стать судьей. Да? Что требуется, чтобы быть судьей? Высшее юридическое образование, квалификация, да? Квалифицированный юрист вы должны. Хорошо. Да, остановимся на этом критерии, квалифицированное, да? Смотрите, для того, чтобы быть квалифицированным юристом, вы юридическую литературу с самообразованием изучив, можете стать квалифицированным? Почему нет? 99 литературу окуп алып, вы можете быть образованным, юридически подкованным, согласны? Ну, не отвечать стандартам, да? Есть определенные стандарты, должен получить там, в определенном учреждении сертификат. А это кто должен создать? Государство. Гособразца диплом керек да, аны алыш үчүн государство түзгөн бир вузга барыш керек да. Ансыз сиздер өтө албайсыздар да. Да, я, кстати, да, я могу үйдөн отуруп алып эле ошо юридическая литератураны окуп и быть квалифицированнее того юриста. Но у меня не будет вот этого права, да, получить эту должность. Согласны? Формальное какое-то требование. Значит, государство должно что? Теперь разницу поняли? Для того, чтобы реализовать право, государство должно быть активно работать и создавать эти условия. Без этого мы не сможем реализовать это право. Право на судебную защиту есть у нас?
соттор жоқ болса бара қаяқтан защита ала аласыз? Тура ма? Сотты түзіп бербесе. Соттық системасы жоқ болса Қырғызстанда қаққа барып өзіміздің құқығымызды қорғаймыз. Бірақ право бар деп ел аралық деңгейде айта береміз. Право отправления участия граждан в отправлении правосудия бар ма сондай құқық? Конституционное право есть, да? Что это значит? Право участвовать в отправлении правосудия у нас у всех есть. Это конституционно закреплено. Как мы можем это сделать? То есть это не относится к тому, чтобы стать профессиональным, да, судьей, там, претендовать. Здесь речь идет об отправлении по этому статусу, там понятно. Здесь речь идет, любой гражданин может участвовать в отправлении правосудия. Это право конституционное у граждан Кыргызстана имеется. Как это можем реализовать? Мы можем сейчас его реализовать, это право. Как? Подать заявление. Это участники сторон. Это вы требуете правосудия, но вы не сами участвуете в отправлении правосудия. Суд присяжных, наверное, да? Так, ага. Суд присяжных. Хорошо. Через суд присяжных, как судья присяжный, да, мы можем участвовать в отправлении правосудия. Это вы сейчас сможете сделать? У нас предусмотрено законодательством, но не... Институт суд присяжных создан? Нет, он не работает. Теперь поняли, да, о чем я? То есть право записано, конституционное право есть, но он еще, государство не создал этот суд, и граждане Кыргызстана пока не могут это реализовать, это право. Де-факто нет. Вот. Понятно, да? То есть, смотрите, разница между... Для чего необходимо нам, особенно законодателям, знать этот вопрос? Для того, чтобы регулировать эти вопросы. Для того, чтобы человек мог реализовать свои права, государство должно активно действовать и предлагать выборы, варианты там, и так далее, да? То есть для того, чтобы он это реализовал. А для свободы, наоборот, он должен быть пассивным и не вмешиваться. Он вмешается только при определенных условиях. Вот то, что я сказала, требуются основания. Есть 4 конституционных основания, когда может вмешаться. В целях защиты чего? Вот государство может вмешаться в свободу человека в каких случаях? Не интерес, а? Порядок, общественный порядок. Что такое общественный порядок? Как может вмешаться государство в целях защиты общественного порядка? Есть определенные правила. Митинги. Мы опять по митинге. А что именно? Когда существует угроза какая-то. Так, какая угроза? Ну вот сказали, есть угроза общественному порядку, да? Вот для того, чтобы в целях защиты общественного порядка, потому что есть угроза, государство как может вмешаться? Как? Каким способом? Уголовный кодекс УПК это и есть защита общественного порядка, кодекс о правонарушениях с санкциями. То есть государство определяет, что есть преступление, что есть правонарушение, для того, чтобы граждане знали, что нельзя нарушать. Общественный порядок, правильно? С санкциями он может это вмешаться. То есть если ты нарушишь, я вмешаюсь, я тебя, например, заключить под стражу, приговор суда там, и так далее, отштрафовать и так далее. Вот. Это общественный порядок. Есть еще основание, когда может вмешаться государство, это в целях защиты чего? Безопасности. Какой безопасности? Национальная безопасность. А государственная и национальная отличаются? Один и тот же, да? Да. Но у нас здесь закон о национальной безопасности, поэтому термин и в Конституции тоже употребляется национальная безопасность. То есть это угроза всему государству. Да? Поэтому здесь уже в целях защиты национальной безопасности тоже могут быть установлены ограничения прав человека. Свобода слова может быть ограничена в целях защиты
национальной безопасности. То есть государство должно определить, что нельзя говорить, как говорить. И граждане должны знать, что нельзя. В случае пропаганды, там, да, насилия, пропаганды, там, изменения, да, там, свержения там, конституционного строя и так далее, это может повлечь за собой. Вот это и есть То есть мы должны знать это для того, чтобы каким образом мы должны регулировать это, и в каких пределах мы можем войти туда. И эти пределы, способы тоже играют роль. То есть эти способы должны быть соразмерными. Ну, например, за кражу, как вот приводят за час курицы, мы же не можем там 10 лет лишения свободы поставить. То есть соразмерно должно быть, пропорционально должно. То есть цель должна быть достигнута, да, теми способами, которые мы преследуем. Помните этот, бороды, объемная борода, деген бойынша норма, да, хотели за это ответственность внести. Как вы думаете, он достигнет цели? Для чего такая норма была то есть предлагалась, инициировалась? Предотвратить радикализм. Тогда такой вопрос практически. Как мы будем это исполнять, эту норму? То есть, получается, если у человека объемная борода, он экстремист? Нет. Нет, так. Для чего вот такая норма была инициирована? Да, для того, чтобы... То есть, смотрите, я как, скажем, да, сотрудник ДПС, пойду там, увижу, там человек идет, я буду измерять его, да, объемно или не объемно. Как определить, что она объемна? Стандарты же есть. Какие стандарты есть? Ну, человек с командировки едет, и у него не было возможности өсіп кетті. А уже это будет означать, что он не должен был где-то найти возможность там, и так далее. То есть, вот, понимаете, о чем я? О том, что средства, способы достижения... Мы ставим же цель для чего-то, да? Для чего мы это делаем? Ошол цель, ушел... Ыкмаменен жетер ошол максатка, же жокпу деген сөз, да? Эксперты должны это смоделировать, спрогнозировать. Вот для чего. То есть вы должны смоделировать ситуацию, когда экспертируете эту норму закона, и представьте на себе это, и вы должны представить, что так, как это будет исполнять субъекты, на кого, да, это уполномачивается, как будут граждане это понимать и так далее. То есть вот это вот и есть моделирование, прогнозирование и работа эксперта. Хорошо, тогда, значит, я вам рассказала о различиях, да? Общие принципы мы с вами уже говорили, международные стандарты, национальные я вам рассказала. Теперь о соотношении юридической силы нормы я тоже сказала, но здесь есть один вопрос, который нам следует разъяснить о применении правил, да? Смотрите, если у нас норма... Вот помните, мы говорили про национальный стандарт, когда международный стандарт применяется, когда противоречит, мы сказали, да? Есть ли норма у нас о приоритете международных стандартов, международных норм? Есть такое правило, называется коллизионное правило применения. Да? На нашей правовой системе применяются наши законы в приоритетном порядке или международные должны применяться? Почему? Потому что... Жоқ, қандай болсын, вот сіздің ішіңізде, регламент бар ғой жоғарғы кеңештің? Закон бар, Сіз ошол регламентті қолданасыз ба, же ел аралықты қолданасыз ба? Регламентті қолданасыз. Тура? А қайсы учурда ел аралық стандарт регламентті қолданасыз? Если нет норм, которые регулируют данный вопрос, если отсутствует само регламент, во втором, если есть комиссии, противоречия, разночтения, допустим, внутри этой нормы. Три способа, да? Поняли? Есть приоритетное применение, есть самостоятельное применение, есть дополнительное применение. Это касается всей правовой системы нашей, не только, да, в любой сфере есть международные стандарты, да? И вот смотрите, когда применяется самостоятельно то, что вы сказали? Пробел. Пробел. Да? Біздің закон бұл мәселені жөнге салған емес. Не предусмотрел.
Но есть стандарт международный. Это будет самостоятельное применение. Да? У нас отсутствует этой нормы, но мы приняли, и эта норма действует международной для нас. Тогда мы можем применить самостоятельно его. Приоритетно, когда мы применяем? Приоритетное, значит, получается? Когда выгодно. А как выгоду вычислить? Может быть, в самых наилучших интересах, допустим, вот правозащитники, да, они применяют международные конвенции. Там. Почему правозащитники? Все мы должны применять. Правовая система одна у нас. Они больше руководствуются, мне кажется, вот конвенциями. А вы нет. Можно вот свалить. То есть, получается, мы по субъектам делим, то есть только правозащитники должны применять, а остальные нет? Это я в качестве примера привела. Ага, хорошо. Ага. Международное право – это совокупность. Микрофон. Международное право – это совокупность регулирующих отношений между государствами. Ну, так, мой пример, да, так в моем понимании. А уже право внутри государства – это внутри государства происходит. Вот, например, международного, извиняюсь, вот сфера вот, уголовная, поэтому так направленность. Есть такое, как экстрадиция заключенных. Право мы ратифицировали, вот, например, взять с Россией, с Казахстаном, с Узбекистаном. В случае, если гражданин Кыргызской республики совершил преступление на территории другого государства, то уже нашим полномочный орган, в нашем случае это Генеральная прокуратура Российской Федерации, это Министерство юстиции, оформляют документы, простым языком говоря, о экстрадиции данного заключения, чтобы он отбывал наказание уже на территории Кыргызской республики. Так и, соответственно, и гражданин другого иного государства, которые ратифицировали данный международный договор. Об экстрадиции он регулируется конвенциями о правовой помощи по уголовным, по гражданским, семейным делам. Такие есть. Они называются конвенции о правовой помощи. Да? Смотрите, приоритетно ту или иную конвенцию, да, о правовой помощи, они двусторонние, трехсторонние могут быть, с конкретными государствами. Да? Вот. То есть, например, если с тем государством, чье гражданина мы должны экстрадировать, если с этим государством у нас нет такого соглашения, то мы не будем его, правильно? Это вот требование установлено. Или, например, даже если есть такое соглашение, но там предусмотрена в его государстве более тяжкая мера наказания, тогда тоже не выдаем. То есть выдача получается. Но вопрос состоял в том, что приоритетно вот здесь вот самостоятельное применение, потому что гражданин этого государства следует экстрадировать. Здесь уже прямое применение, самостоятельное применение, потому что это выбор применимого права получается. Поэтому мы применяем эту норму. А что касается нормативной правовой системы международной, да, вот смотрите, все международные акты, действующие международные сообщества, это вот международная нормативная система. Все, бардығы кіреді. Ушунун ичинен ар бир өлкө өзү определяет, отбирает те нормы, которые будут действовать для него путем ратификации, утверждения, присоединения и так далее. То есть из этого большого пласта нормативных, да, стандартов государство само определяет, что будет действовать для него, для Кыргызстана, да, например. И потом из этой системы, вот для Кыргызстана ратифицировал, принял, и здесь уже приоритетно будет применяться вот эта норма, только в том случае, если наши законы будут противоречить с этой нормой. Тогда. Либо, как мы сказали, другой способ, вот это вот самостоятельное применение, поскольку есть соглашение. И последнее, третье применение, способ, это дополнительное. То есть наш закон тоже есть, но просто для усиления правовой позиции мы начинаем ссылаться дополнительно на какие-то акты, да? Для усиления, так скажем, правовой аргументации. То есть вот это и есть разница между этими вопросами. Так, вот норма основная, которая определяет место международных стандартов. Согласны?
Это часть 3 статьи 6 Конституции, общепризнанные принципы нормы международного права, а также договоры, вступившие в силу в соответствии с законодательством, являются составной частью правовой системы Кыргызстана. Порядок и условия применения международных договоров и общепризнанных принципов и норм международного права определяются законом. Правовая система, что это такое? Из каких элементов состоит правовая система? Есть система права, есть правовая система, да? В чем разница? Правовая система состоит из каких элементов? Вот тут правовая система, да, сказано? Правовая система Кыргызстана отличается от правовой системы Российской Федерации? То есть у каждого, сколько государств, столько и правовых систем. Каждое государство само определяет систему законодательства, правоприменительную практику, правовую культуру. Есть и большие семьи, да, правовые системы. Какие? Англосаксонская правовая система, романо-германская, континентальная, да, есть мусульманские, имеется в виду религиозные правовые системы. Это уже большие правовые семьи. Общее правило соотношения международного права и внутреннего вот таким образом. У нас ни в одной из редакций Конституции приоритет не был установлен. У нас всегда была норма какая? Вот это. Частью правовой системы, Деген. У нас приоритетной коллизионной нормы не было, как у, например, Конституции Российской Федерации, где говорится, что если международным договором, да, иные правила содержат, чем, да, закон, то применяется норма международного права, Деген норма Конституции безде жоқ. И поэтому у нас, но Кыргызстан, как субъект международного права, раз он взял на себя международные обязательства, он должен их выполнять. И добросовестно выполнять эти обязательства в соответствии с законом о международных договорах. Обязан в лице органов исполнительной власти вносить проекты НПА в целях устранения возникших противоречий между нормами международного договора и законодательством. Это закон требует. Государство также не должен ссылаться на положение своего внутреннего права в качестве оправдания для несоблюдения им международного договора. То есть Венская конвенция тоже действует для Кыргызстана, поэтому он не может ссылаться на внутренний закон для того, чтобы оправдать невыполнение того или иного международного обязательства. То есть, но внутри государства, как мы должны применять правоприменительное, да, международное обязательство не снимается с нас там. То есть нас будут требовать. Но внутри, пока мы не состыкуем наше законодательство с этими международными стандартами, мы будем применять пока по той схеме, которая предусмотрена нашими Конституцией и нашим законодательством. Понятно, да? Смотрите, как вы думаете, если есть противоречие между нормами Конституции и международным договором, что мы должны применять? Конституцию или международный договор? Почему? Микрофон. Поскольку мы суверенное государство, и исходя из этой Конституции вся наша норма, все наши правовые базы, мы можем принять... Во всех государствах так, потому что все государства суверенны. Так думаете, да? То есть вы просто аргументируете, говорите, что поскольку Кыргызстан суверенное государство, поэтому говорите, да? Но я контраргумент привожу. Все государства мира суверенны. Значит, у всех так? Да. Так, хорошо, ваша позиция ясна. Еще кто-то может сказать свое мнение? Законодательная иерархия. Законодательная иерархия, потому что Конституция стоит там, на верхушке пирамиды. Так, еще какой-то аргумент есть у коллеги? Принята референдумом, народом, то есть... Конституция принята референдумом, поэтому. Угу. Хорошо. Такое мнение. Например, в России Конституционный суд решил, что в случае противоречия между международным правом и Конституцией применяется Конституция Российской Федерации. И, соответственно, Конституционный суд может решить этот вопрос. Поэтому. А пока, если не решит, и никто не обратится? Я просто как пример привожу, что окей. Да. То есть это полномочия Конституционного суда рассматривать такие вопросы. Кстати, у Конституционного суда есть наши
Конституционного суда право проверять, то есть проекты, еще не вступивших в силу международных договоров. Но в практике еще не было ни одного такого обращения, чтобы проверили проект международного договора на соответствие Конституции. А полномочия есть у Конституционного суда. Смотрите, вы правы, в случае коллизии действует правило какое? Высшая юридическая сила Конституции. Прямое его действие в силу этого. И там, видели, да, на основе Конституции принимаются все остальные акты. Да? Не вступившие в силу международные договора подлежат проверке на конституционность с Конституционным судом. Согласие выражается в различных формах. Соответственно, если какой-либо международный договор будет противоречить Конституции, да, но прежде чем принять его, да, необходимо провести экспертизу. И, кстати, закон о международных договорах требует также, чтобы внести поправки в Конституцию, только потом принимать международные обязательства. Вот эта норма, она действовала, как вы думаете? Был такой случай в практике? Кыргызстана не было еще, да? Так, вывод отсюда, что органы государства, должностные лица не вправе заключать договоры, противоречащие Конституции. Если такой договор, тем не менее, заключен, то действует Конституция, конституционные нормы. Теперь по поводу международного договора в правовой системе. Не все международные договоры можно определить как источники права. Не все они обладают юридической силой на территории Кыргызстана, только те, которые в установленном порядке включены, введены в правовую систему. Это вступивший в установленном законе, это вот закон о международных договорах определяет, что есть международный договор. Венская конвенция тоже определяет. Вот виды международных договоров. Сколько международных? Какие виды есть? Межгосударственный. Кто заключает межгосударственный договор? От имени государства, от имени Кыргызстана кто заключает, кто подписывает? Президент, глава государства. Межправительственный, глава Кабмина, межпарламентский, да, от имени ЖК, спикер, да, и межведомственные, различные государственные органы, административные ведомства могут заключать. Вот здесь единственное скажу вам, обязательства международные, как субъекта международного права, как обязательства Кыргызстана влекут за собой первые два договора. Межпарламентский, он не является договором, влекущим обязательства Кыргызстана как субъекта международного. Это межпарламентское сотрудничество. Да? Межведомственные, они утверждаются распоряжениями, и они должны соответствовать межгосударственным и межправительственным договорам. То есть, когда ведомство какое-то подписывает, он не может подписать договор, противоречащий межгосударственному или межправительственному соглашению. И он должен иметь на это полномочия. Да? Вот теперь смотрите, как вступают в силу международные договора. Путем подписания, да? Обмена нотами, ратификация, присоединение, утверждение, любой другой способ. Кто ратифицирует международные договора? Жогорку кеңеш. Путем принятия закона, правильно. Подписывает, как мы сказали, да, межгосударственный президент, межправительственный, да, и так далее. Присоединение и ратификация, знаете разницу? В чем разница между присоединением и ратификацией? Есть разница? Вы задумывались? Были же, да, случаи? Но все равно ратифицируется же присоединение. Нет, это же разные способы. Да, ну в чем разница? В чем разница? Да. По-моему, ратификация — это вот согласие о присоединении. Согласие о присоединении. Угу. То есть, получается, вы говорите последовательный процесс. Угу. Хорошо. Может быть, в системе, ну, в одном случае через проходит, во втором просто правительство само принимает решение своих оснований. Кстати, о присоединении тоже принимается закон. Да, закон, да. Да, да. Ну, есть? За присоединением там уже есть условия конкретные. Условия где написаны? Ну, там в конвенциях или договорах.
Мы не можем уже изменить там. Согласна. Смотрите, процедура ратификации... Ага. Подписанная. Так. Я так считаю, договор. А присоединение это добровольное вступление, то есть без участия разработки, без... Нет, любой договор будет проходить все стадии заключения. Да. А присоединение и ратификация – это заключительные стадии, которые влекут обязательность этого договора для государства. Смотрите, разницу скажу в теории, да, и вообще в Венской конвенции о праве международных договоров, разница заключается в том, что ратифицируем еще не вступившие в силу международные договора. Ратификация является условием вступления. Помните, есть такие, вот, когда мы заключаем ратификационными грамотами после того, как обменяются стороны, да, или сдадут государству-депозитарию ратификационную грамоту, вот тогда, если это многосторонний международный договор, да, и, как сказали, в заключительных положениях этого конкретного каждого договора предусмотрены условия его вступления в силу. И, например, сказано, после сдачи 50-й ратификационной грамоты вступит в силу ДЭП. Вот пример. Международный пакт о гражданских и политических правах был принят в 1966 году, вступил в силу в 1976 году. То есть потребовалось 10 лет, чтобы требуемое количество ратификационных грамот сдали секретариат ООН, комитета. И после этого, 1976 года, это действующий международный договор. К нему мы, Кыргызстан, присоединились когда? В 1994 году присоединились. Поняли, да? То есть мы присоединяемся к уже действующему договору, а ратифицируем еще, да, еще не действующему. И эта наша ратификация будет играть роль чего? Условия для вступления в силу. Но я согласна также с вашим комментарием, то, что вот эти вот положения, как должен тот или иной договор вступить в силу, да, определяется в самом договоре, и надо там смотреть. Понятно, да? Например, сроки вступления в силу международных договоров разные. Вот Международный пакт, мы же сказали, в 1994 году мы присоединились, да? Но мы его депонировали в секретариате ООН в октябре 1995 года. И поэтому этот международный пакт будет действовать для Кыргызстана с 1995 года, с октября. Не с момента принятия, да, вот этого постановления о присоединении, двухпалатный парламент был тогда, да, не с этого момента, а с момента депонирования, потому что так требует международный пакт сам. Поняли, да, в чем разница? Так, кликер. Ага. Теперь, как вы думаете, если есть противоречие между конституционным... У меня время есть, да, там? Да. Между конституционным законом и международным договором, какой должен применяться? Конституционный или же международный договор? Как вы думаете? Ну вот противоречие конституционного закона и международного договора, да, возникает. Что мы должны применить? Что мы должны взять? Почему конституционный? Логически, да, просто не юридически, а логически. По иерархии, да, как бы? бы? По иерархии. Международные они могут быть приняты, но все равно правоприменители, кто это действует, реализует это все. Ну, государство же является. Государство становится первично принято в правовой базе. То есть вы чисто исходя из иерархии, да, говорите, установление. Хорошо. Смотрите, конституционный закон, признать приоритет ратифицирован перед конституционными нет оснований, поскольку ратификация договора осуществляется законом, который не может противоречить конституционному закону. Как и в случае с Конституцией, необходимо сначала внести изменения в конституционный закон. Международный договор, вступивший в силу для Кыргызстана в форме закона, не может иметь приоритет над конституционным законом. Формально юридически конституционный закон выше закона, например, ратификации того или иного международного договора. Соответственно, вот таким образом. Но есть международная норма, то есть это закон о международных договорах, в котором говорится, что ратифицировать мы должны международный договор, если содержит иные правила, да, даже если конституционный закон, то есть предварительная экспертиза должна быть проведена, сказано.
Да, и мы не должны допустить, чтобы тот или иной конституционный закон противоречил международному договору. Вот об этом речь. И теперь смотрите, в форме закона мы сказали, а если это кодекс и международный договор противоречат, что мы должны применить, кодекс или международный договор? Опять иерархия. А если это уголовный кодекс? Что примените, международный договор или же уголовный кодекс? Смотря степень тяжести преступления. Смотрите, такой вопрос. Вот, например, мы же Конвенция о коррупции же присоединились, и там дано определение состава преступления как коррупция. Да? Например, в Уголовный кодекс коррупция норма еще не введена. Мы можем вот эту Конвенцию о коррупции применить и привлечь к ответственности? Можем? Ну вот представьте себе, что вы суд. Большой пример, да, такой. В 1998 году у КВПК не было норм для применения этих лиц, которые совершили преступление, кража невест. Ну, наверное, все помните, там, как анекдот, который раньше. Тогда применяли статью кража крупного рогатого скота. Да. Как вы думаете, это правильно было? Это неправильно, но тогда норм не было, да, тогда кража человека. То есть, смотрите, по аналогии закона, эта аналогия закона применена была, да? Допускается ли, есть такой стандарт? Скорее допускается. Вот, допустим, по семейному насилию, да? Когда стороны не могут разобраться, я помню, что был... Ну пусть женщину приравняли к крупному рогатому скоту, это нормально? Это ненормально. Я имею в виду конкретные случаи, когда вот не смогли договориться, вот, семейное насилие. Наши законы перестали работать, и я помню, правозащитники применяли Стамбульский протокол. Не Стамбульский протокол, Стамбульская конвенция. Стамбульский протокол это по коррупции идет. Смотрите, вопрос в том, что здесь вот это вот крупный рогатый скот, это не советская правовая система, и Верховный суд Советского Союза тогда принял. Дело было на Украине. И там суд не знал, на Украине не было такой статьи, поэтому. Теперь откройте Конституцию. В Конституции, вот, если не ошибаюсь, это статья 6, аналогия закона, уголовного закона запрещается. Применение по аналогии, то есть аналогию уголовного закона применять запрещается. Что касается международного, то же самое. Обратная сила уголовного закона, любого закона запрещается. Закон сегодня принят, он наперед действует, вот сюда не действует. То есть вот когда мы начинаем обратную силу закона применять, то я как гражданин, вот тут, когда я жила и действовала, запрещающего закона не было. А потом вы говорите, а я должна была наперед знать, что запретите, и я должна была быть, как говорится, провидцем, чтобы знать, да? То есть обратная сила закона об этом. Уголовный закон бойынча это абсолютный стандарт, требующий не применять обратную силу уголовного закона. Что касается международного, вот исключение, которое касается уголовного закона, заключается в том, что материальные нормы, именно составы преступлений, пока в наш уголовный кодекс не внесем, применяться не будут. Конвенции международные там, и так далее, договора в сфере уголовного права, они также содержат, что законодательный орган должен внести эти, если мы, например, какой-либо договор в области уголовного права ратифицируем, мы его прямо применить не можем. Я как суд не смогу его применить, пока законодательный орган не внесет его в уголовный кодекс. И прямо это запрещено в общих положениях Уголовного кодекса. УПК, да, процедура же там. УПК бойынча можно. Понятно, да? Теперь кодекс бойынча решили. Теперь вот договор, если вносит серьезные изменения в законодательство, изменяет или отменяет его правила, устанавливает иные правила, да? Мы же говорим, вот иные правила. Если, например, тот или иной договор, который Кыргызстан хочет ратифицировать, содержит иные правила, чем наши законы, да, то он требует ратификации. То есть для того, чтобы внести, да? Вот эти договора называются договорами с законами.
Они могут быть только ратифицированными, они формируют правовые нормы, рассчитанные на широкий круг субъектов и на многократность применения. То есть имеют, да, признаки закона. Теперь, договор, который устанавливает иные правила лишь для конкретного случая и делает исключение только для определенной ситуации, например, предоставляя дополнительные возможности или ограничения прав граждан, в этой части это договор-сделка. И они могут быть и не ратифицированными, и они могут содержать в себе только индивидуальные нормы, которые создают права и обязанности только для договаривающихся сторон. Вот теперь вопрос к вам. Ну, например, с Казахстаном мы подписали соглашение о льготном налогообложении, да, как чего-то там, льготное налогообложение с Казахстаном. Вот этот договор с Казахстаном потребует внесения изменений в налоговый кодекс. К примеру, в налоговом кодексе какие-то там ставки, скажем, 5% у нас, да? А с Казахстаном мы подписываем и снижаем, и делаем 3%. Вот это вот договор, соглашение с Казахстаном потребует ли от парламента изменения налогового кодекса? Почему? Там, этот микрофон. В России НДС 18, у нас 12. Хотя мы таможенный союзмен беременными girdik, но изменения болған жоқ. Закон қабылданған закон бізде Қазақстан мемлекеті іштейді, дегенмен іштейді, тоже договор несінде қабыл болды. Ну вот смотрите, мы в ЕАЭСке киргендечи, бізде таможенный кодекс бар эле да, туурабы? Биз өзүбүздүн мыйзамдарыбызга ошол ЕАЭСке киргендеги талаптарды аткаруу максатында таможенный кодексти жокко чыгарбадыкпы? Өзүнчө закон кабыл алдык, таможенном регулировании деп, туурабы? Теперь у меня вопрос. Эти соглашения в рамках ЕАЭС, принятые соглашения, они являлись договорами с законами? Вопрос поняли, да? ЕАЭСке канча өлкө кирет? Бешөө, да, по-моему? Бешөө. А теперь смотрите, ошол вот эти вот таможенный кодекс, мы же признали утратившим, правильно? Нет, действует таможенный кодекс ЕАЭС. Согласны? Этот таможенный кодекс ЕАЭС где действует? Внутри территории стран ЕАЭС. Правильно? Теперь смотрите. Если какие-то, скажем, граждане, не граждане ЕАЭС входят, ввозят на таможенную территорию Кыргызстана, для них тоже действует этот таможенный кодекс ЕАЭС? Ну, давайте, вот раз вы таможенный затронули, как вы говорите, 12-18, да? К примеру, с других, ну, скажем, с Китаем соседним нас, мы двустороннее соглашение, если подпишем, и там он будет, например, 10%. Это соглашение потребует, чтобы мы внесли изменения в наше законодательство. Закон о таможенном регулировании, который 18 содержит, к примеру, да? А соглашение с Китаем 10. Это нас требует, чтобы мы поменяли? Нет. То есть вы поняли, да, мысль, что это договор-сделка. Этот договор будет действовать только в отношении с Китаем. И это не договор-закон, который требует, чтобы мы изменили. Понимаем? Да. А вот этот вот, значит, соглашение в ЕАЭС, они потребовали нас как членов ЕАЭС. Да, и мы вносили в наше законодательство для определения, скажем, для стран ЕАЭС отдельный таможенный кодекс ЕАЭС действует, для стран не ЕАЭС у нас закон о таможенном регулировании действует. То есть это были нормы, которые требовали изменения нас. То есть есть договора, законы, которые требуют изменить. К примеру, Конвенция о правах ребенка. Да? Ребенком кого мы считаем? Нет, Конвенция ребенком кого считает? Лицо, не достигшее 18 лет. Да? Вот так же определено Конвенция о правах ребенка. К примеру, а у нас наш кодекс также определяет, детьми кого признаем? По законам Кыргызстана. То же самое, да, 18, соответствует.
Допустим, если мы в кодексе бы прописали, что детьми признаем только до 16 лет, да? Это потребовало бы изменить наш кодекс после подписания Конвенции о правах ребенка? Да, то есть это Конвенция о правах ребенка, это конвенция-закон, который требует, чтобы мы закон поменяли для всех. Понимаете? Вот это вот и есть законы, договора, которые требуют, чтобы мы изменили свое законодательство для всех. А договора сделки это только в отношении с конкретными сторонами. И мы не будем эти договора требовать и в соответствии с ними изменять наши законы. Мы будем там эти соглашения применять, ссылаясь на норму, порядок применения норм международного права определяется законом. Да? Это вот что касалось два вида. Теперь вернемся к понятию прав человека, и потом мы сделаем с вами